Тимур, напомни, пожалуйста, фамилию. Реклама. Михаил Калинкин, правильно? Да. Тимур. Да, Тимур. Тимур. Реклама. Тимур Реклама. На грузинском напиши. Да, так лучше. Стоп. Есть не будешь? Ну, если что, скажешь мне. Добрый день, Михаил, Тимур. Добрый Рад вас день. приветствовать Добрый день. в нашей рубрике «Прямой эфир с гостем». Большое спасибо, что нашли время, силы принять участие. Вкратце познакомлю и расскажу о вас нашим зрителям. Представители Всемирного Абхазо-Абазинского конгресса Михаил Калинкин и Тимур Реклама. Они прибыли к нам в Санкт-Петербурга. Далее вас ожидает визит в Апсне, если я не ошибаюсь, правильно, рабочий визит. Но давайте в общих чертах побеседуем о вашей, в принципе, рабочей поездке. Но я так понял, это больше некая знакомительная такая встреча с представителями народа Абаза, с коллективом организации Алашара. О работе, так сказать, атеистов каких-то мы, наверное, беседовать не будем. Мне больше интересна, если честно, эмоциональная составляющая. Почему? Потому что, если я не ошибаюсь, вы впервые в Карачаево-Черкесской республике. Вот. Если можно, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от общения, от поездки, от знакомства с абазинами, как они вас встретили, как вам наша кухня, как вам наши люди, как они вам вообще внешне, внутренне. Вот. Больше давайте поговорим о человеческой составляющей и о том, какие выводы для себя об этом народе, с которым вам предстоит работать, вы уже сделали. Михаил, давайте, наверное, начнем с вами. Давайте начнем. Действительно, у меня много первый раз. Я первый раз, значит, на этой территории, в Карачаево-Черкесии. Вот, знакомлюсь с регионом. Неделя была очень насыщенная. Каждый день практически, так сказать, поездки по аулам. Очень много узнал для себя нового. Познакомился со многими людьми. И, конечно, так сказать, очень много впечатлений, и все они очень приятные, запоминающиеся, очень, так сказать, красивые люди, красивая природа, все очень нравится. В понедельник мы ездили, первая наша поездка была в аул Карапага, да, значит, там мы посещали школу, так сказать, построенную не так давно, новую школу, очень красивую, очень удобную, очень комфортабельную, значит, имени первого президента Абхазии Арзимба, да. Познакомились с педагогическим составом, познакомились с детишками, дети прекрасный концерт нам, так сказать, устроили великолепный прием, все было очень, так сказать, интересно, впечатляюще, то есть, ну, большие молодцы, неожиданно, очень неожиданно, потому что, так сказать, такой вот концерт, к которому, видимо, долго они готовились, мы никак не ожидали и были очень впечатлены. Открытые, такие, так сказать, светлые люди, и устроили концерт, и, так сказать, накормили, то есть, в принципе, посмотрели аул, все очень нам понравилось. То есть, в принципе, впечатления огромные, потому что, ну, все это первый раз, впервые, и, естественно, так сказать, очень все запоминается. Тимур, давай побеседуем с тобой. Также вы успели посетить во вторник мероприятие, посвященное юбилею 80 лет со дня рождения Михаила Чикатуева. Насколько я знаю, вот, у нас вчера в эфире были представители Абхазского госуниверситета, они очень тепло отзывались. Вот,
Расскажи, пожалуйста, как для тебя прошло это мероприятие, какое оно было твоими глазами? Добрый день, спасибо, что пригласил на прямой эфир. Начну с того, что к моему большому стыду я тоже первый раз здесь с вами, среди своих братьев, не доводилось приезжать. Все очень понравилось на самом деле, впечатление море. Нас, вот, как Михаил сказал, везде нас встречают с музыкой, с национальной кухней. Все очень здорово. Юбилей это как раз второй день нашего пребывания был. Вот. И так совпало совершенно случайно, что оказалось, что здесь наша делегация из Абхазского государственного университета. Вот. И мы совместно, соответственно, поехали на это мероприятие. Мероприятие было просто, на самом деле, шикарно, организовано на высоком уровне. Вот. Были концерты, то есть танцы, песни, спектакли, читали стихи. Вот. Ну, шикарно, на самом деле, мы время провели. Потом, после этого, нас пригласили в школу. Вот. Там открывалась мемориальная доска, вот, имени Калича Батуева. Вот. И, соответственно, после всех этих официальных встреч нас пригласили на стол. Вот. Очень вкусно накормили. Кстати, наша кухня, наша общая, она очень схожа, но чуть-чуть есть различия. Совершенно чуть-чуть, да. Ну, на самом деле все очень было вкусно, от души самое главное. И пели, и потанцевали. Впечатление на самом деле море. Вот. А так, в общем, пребывание, график наш плотный, постоянно мы ездим, постоянно вот нас везде так встречают с музыкой, с танцами. Вот, в одном из аулов мы даже станцевали с Михаилом. Вот это уже интересно, да. Ну, да, это было, сейчас я скажу, где это было. Это было в Козьме? В Козьме, Козьма, да. наверное. Да, мы поехали в Козьму, там как раз таки жители аула, они восстановили сами культурный центр. Да, культурный центр совместно с Алашара. Просто мы очень много слышали об этом, но когда ты видишь своими глазами, что сами жители отреставрировали, построили почти заново такой хороший дом культуры. Вот. И нас тоже там, как только заходили, с музыкой, с танцами нас встретили. Мы думали чуть-чуть сразу к работе перейдем, там побеседовать, но нет, сразу за стол. Но вот об этом Доме культуры я бы, так сказать, хотел подробнее сказать. Почему? Потому что это как раз замечательный пример того, как местные жители, местный актив смогли, так сказать, сплотиться, смогли совместно объединиться для одного большого, так сказать, замечательного дела, очень нужного всем. И вот это замечательный пример того, как, так сказать, в принципе, любые жители могут самостоятельно собраться, организоваться, самоорганизоваться и сделать для своего аула, для своей территории великолепное дело, которое, так сказать, будет служить потом долго и долго, так сказать, и служить на благо местных жителей. Да? Сейчас это место сосредоточения, где все граждане, в принципе, аула собираются, проводят свои, так сказать, массовые какие-то мероприятия, значит, организовывают различные кружки, значит, приводят детей, и танцы, и музыка, и, так сказать, и другие направления. Все крутится вокруг этого Дома культуры. И, конечно, это замечательный пример, так сказать, вот именно самоорганизации. Люди получают огромное удовольствие и от своей проделанной работы, и, в принципе, от того, чем они занимаются на сегодняшний день. Поэтому, вот это, конечно, тоже очень впечатлило. Прием замечательно, но вот именно вот это дело оставило, так сказать, неизгладимый след и впечатление, да. Это почти в каждом ауле, где мы пребывали, там такие же впечатления, потому что мы видим, насколько активно население аула, как они для себя, своими силами, совместно с Алашаром
они работают, они строят спортплощадки, там, помогают друг другу, то есть это на самом деле это приятно за этим наблюдать и так воодушевляет. Ну, и это еще очень хороший живой пример не только, не просто самоорганизации, так сказать, жителей на территории конкретной, а и замечательный пример работы, собственно, Алашары. То есть, Да, в принципе, получается так, что жителям, ну, как бы, может быть, чуть-чуть не хватало какого-то толчка, какого-то, так сказать, настроя дополнительных, какой-то инерции дополнительной. И вот как раз работники, сотрудники Алашары, так сказать, смогли как раз дать эту инерцию, дать этот дополнительную энергию, и все получилось. То есть не хватало чуть-чуть, буквально чуть-чуть, и это вот чуть-чуть как раз от вас, от Алашары и пришло. Поэтому, конечно, пример замечательный, замечательный, живой и очень, Честно сказать, очень показательный. приятно слышать такой отзыв. Ну, после таких слов всегда хочется еще больше стараться, еще больше вкладывать сил в это. Михаил, вот такой вот человеческий вопрос. Как вам абазинский язык? Вот, бытует мнение, ну, кто-то говорит, что даже ученые лингвисты признают его, что он оспаривает первое место по сложности в мире. С кем? С абхазским? С китайским. Да. Как вам на слух вообще, на воспроизводство, на воспроизведение абазинский язык? Вот как на духу только, Да, честно говоря. да, конечно, скажу честно, что я его тоже, для меня много впервой в этой поездке, и в том числе и я впервые слышу абазинский язык. Ну, первое, что хочу сказать, что необычно, конечно, для русскоязычного, так сказать, человека слышать язык необычно, но в нем есть какая-то своя красота, есть какая-то своя, я бы так сказал, мелодия. То есть он, в общем-то, хорошо и комфортно воспринимается на слух. В принципе, я понимаю, что, так сказать, он не прост, но понял, что надо, так сказать, приобщаться. Уже, так сказать, понял, что надо его учить. Значит, потому что есть... для себя что-то вывели, Да, что да, какие-то да. бытовые слова нужно Да, будет да, запомнить. надо Это так запоминать. приятно слышать, если Да, честно. ну и, конечно, если сравнивать с китайским, ну, естественно, даже никакого сравнения не идет, потому что китайцы для меня всегда были какой-то кричащий, то есть тут нет никаких сравнений. Приятный на слух язык, то есть, в принципе, хорошо воспринимается. Да. И я же много, так сказать, за эти дни услышал и народного творчества, и стихи, вот замечательного поэта Микаэля Чикатуева, вот, и песни на народном языке. Вот, все замечательно воспринимается на слух и комфортно, хорошо. Это Очень на курсах интересно. абазинского языка русские тоже учат абазинский язык, приходят. Да, кстати, тут нужно сделать ремарочку. У нас уже несколько лет Алашара проводит бесплатно для всех желающих курса абазинского языка. Честно признаюсь, львиная доля курсантов – это представители не абазинской нации, это преимущественно девушки, которые или замужем за абазином, или молодые ребята, будущие студенты-лингвисты, чтобы связки подтянуть, так как произношение, Да. вы знаете, там тембр в таких диапазонах, что просто немыслимо. По поводу языка могу сказать, что очень схожий язык. То есть первый день как-то чуть плохо понимал. Адаптация Адаптация проходила, была, да. да. Но вот спустя уже 4 дня я уже... То есть я говорю на абхазском, мне отвечают на абазинском, абсолютно вот друг друга понимаем. Они на самом деле... Есть слова, конечно, которые различные. И, конечно, еще я заметил, что в зависимости от аула, вот, где мы находимся, там тоже свои какие-то тонкости. Вот за это большое спасибо, что Потому ты дал мне плавный переход к следующему вопросу. Тему, скажи, пожалуйста, вот, я, честно, в Абхазии ни разу не был, но от коллег и вообще в целом слышу, что, например, ачамчирские, гудаутские, сухумские ребята по своей ментальности, по своему поведению, где-то в речи, вот отличаются. Вот какая-то черта характера разная проскакивает. Скажи, пожалуйста, ты вот приехал к братскому народу, побывал в населенных пунктах, таких ключевых, я тебе скажу.
Вот тоже как на духу скажи, пожалуйста, вот, все равно ты заметил какую-то единую черту у всех и небольшую разницу в характере у представителей того или иного аула. Вот. Расскажи о них, пожалуйста. Я сейчас не буду выделять и называть эти или иные аулы, скажу, что да, есть чуть-чуть, совершенно маленькие различия, это даже в языке, в произношении, в словосочетаниях, как я уже понял, я уже вижу словосочетания, могу разбирать. Да. То есть их поведение, то есть в одном ауле такие более чуть спокойные, сдержанные, но это совершенно маленькое различие, вот, в другом ауле чуть более активные, то есть в разговоре, в речи. То есть это видно, это наблюдается. Также у нас, по большому счету, то есть в зависимости от региона, то есть и по разговору уже можно понять, с какого аула или с какого села, с какого региона. То есть это наоборот мне нравится. То есть если несмотря на то, что мы все Абаза, Абхазия, Базил, но все равно регионы отличаются, мы отличаемся. Легкий такой оттенок нравится, да? Да, да. Давайте теперь поговорим немного о гастрономических удовольствиях. Честно признаюсь, я знаю, вам есть что сказать. Особенно Михаил, думаю, какое-то новое открытие для вас было. Вот, вкратце небольшую краткую характеристику о кухне. Насколько вам было, как вы понимаете, не каждый день с такой тяжелой пищей мы сталкиваемся. И вот в целом внешний вид, вкусовые ощущения и осознание того, что какого-то ингредиента, я даже сделаю подсказку, мясо, например, львиная доля. Скажите, пожалуйста, когда вот вы попадали на застолье, какие у вас эмоции были, какие мысли присутствовали от того блюда, которое перед вами? Я скажу так, все было очень вкусно. И я, честно говоря, предполагал, что, так сказать, будет все немножечко сложнее. То есть, там пугали о том, что будет много острого, тяжелого, как ты выражаешься. Но ничего такого я не заметил. То есть, конечно, было все, было и мясо, и овощи, вот, и много традиционных блюд, связанных с кукурузой, да, значит, я, конечно, сейчас все названия не запомнил, вот, но все, что вот было сделано на кукурузной муке, мне все очень понравилось. То есть я никогда не предполагал, что вот возможно такое многообразие блюд именно вот связано с кукурузой, да, то есть это и там в белом виде, в желтом виде, то есть это вот все было. А мясо все очень вкусное, ничего такого тяжелого я не почувствовал, замечательно. И, конечно, больше всего, так сказать, произвели впечатление вот различные вот эти вот соусы, видимо, да, соус это называется, да. Я думал, что все будет острее, нет, все достаточно комфортно, воспринимается, очень вкусно, в различных, так сказать, сочетаниях. То есть, если говорить одним словом, то понравилось, очень вкусно. А вот что бы из предложенного меню вы бы увезли с собой для того, чтобы включить в домашнее меню с родным? Ну вот как раз вот эти вот вещи связаны, то, что я говорил, с кукурузной мукой. То есть вот мне очень понравилось в различных вариантах. Это типа что-то пудинга, да, так, типа пюре. Я, так сказать, даже один раз переспросил, картофельное пюре нет, это все, так сказать, на кукурузе сделано. Мне вот это все очень понравилось, замечательно. Очень вкусно. От лица тех людей, которые вас угощали, тогда скажу на здоровье, очень приятен ваш отзыв. Причем, знаете, вот, Тимур, ты, наверное, согласишься, что у нас кухня схожа, очень так профессионально Михаил излагает. Вот такие моменты хочется сразу слова записывать, чтобы потом в будущем самому использовать. Большое спасибо. Я себя чувствовал, как у себя дома, на самом деле, там, у бабушки или дома, когда застолье, все было знакомо, все вкусы знакомы. Вот тут можно я внесу небольшой тезис. Вот
каждом населенном пункте все равно к чему-то подходит по-разному, и разная какая-то вкусовая интонация присутствует. Все равно, ну, я не поверю, если ты скажешь, что, ну, кухня одна, я согласен, но все равно вкус-то чуть-чуть отличается в чем-то. Да, конечно. Было ли это заметно для тебя и в чем? К сожалению, сейчас не вспомню название. Я не смог запомнить название, но было отличие. Вот мы араших, кажется, по-абхазски называется, не знаю как, это курица вот в соусе. Дзырдза, да. Дзырдза, да. А потом мы в другом ауле тоже застолье было, и там он не совершенно, но чуть-чуть другой вкус имел. То есть вроде бы на вид одно и то же, но не знаю, какие-то ингредиенты, может, приправы другие были, но другой вкус был. И там еще мне очень сильно понравилось, кстати, я первый раз попробовал, я думал, я все знаю о кавказской кухне. Есть у нас айлач, это когда мамалыга с сыром, но здесь они сделали мамалыгу отдельно и сыр жареный, кажется, вот, как-то он называется, я забыл, ашидзну. Есть идеи. Есть идеи. Ашич. Вот, да, ашидж, вот это. Но мне на самом деле не хватало острова. Я любитель острова. Приехал человек с Абхазии, конечно. Мне не хватало джики, вот грубо говоря. Согласен. Да, то есть там где мясо, там всегда вот джика. Я люблю просто острое, поэтому. Кстати, скажу небольшую тайну, раскрою. Уже в головах у сотрудников организации Лошара есть такие наметки, чтобы какую-то такую гастрономическую карту с описанием небольшого различия одного и того же блюда в различных населенных пунктах создать. Вот не знаю, насколько этот проект будет воплощен, но вот, если ты к нам присоединишься, будем только за. Вот, с удовольствием. Ты так прям это изложил. Думаю, те два пункта, я приеду с аджикой. Да, два абзаца, которые ты внесешь еще в скобочках. Не хватает аджики, не хватает аджики. На самом деле, я думал, будет острая, очень острая кухня, но все гораздо очень, на самом деле, вкусно было. Вот по-домашнему все было, мне очень понравилось. Ну, я поэтому и говорю, что я, так сказать, ничего острого не почувствовал, нормально. Нормально. То, что там чем пугали, говорили, что все очень остро, все очень такое жгучее, нет? А вы взяли и справились, да? Мы сейчас очень рады, что все очень комфортно, да, все очень комфортно. Сейчас приедем в Абхазию и справим это. Сегодня, кстати говоря, кормили, мне кажется, таким традиционным, ну, вот для меня блюдом пельменями. То есть пельмени, да, в Красном Востоке сегодня нам давали пельмени ручной работы. Это случайно не там у них цех, который... Да, у них свой ваши есть друзья, цех. компаньон Юг. Да. У них есть свой цех. Они, так сказать, сами делают пельмешки вручную. Маленькие, красивенькие, аккуратненькие, очень вкусные. Если честно, очень я вкусные. с ними лично знаком. На самом деле это, не сочтите за рекламу, очень хорошая такая организация, хорошее начинание. Ни для кого не секрет, поддержано нашим президентом, лидером Мусой Хабалевичем. Берут самое свежее мясо, халяльное, да, соответственно, трудорабочие места для жителей населенного пункта. И распространяется это все по ведущим сетевым магазинам нашей республики. Честно признаюсь, один, наверное, из лучших стартапов, говоря, да, современным языком в среде Абхазского народа. Я очень рад, что вы пробовали. Просто за ребят так радуюсь, потому что вот реально просто ребята взялись, встали и начали свое производство. Таких примеров, конечно, хотелось побольше. Кстати, вот раз уж мы затронули эту тему, какие-то, может быть, рекомендации вы дали бы вот как третьи лица нашего региона? Может, вы так посмотрели, в принципе, у нас много различных инфраструктур развито в разных темах, да? А вот какой-то, может быть, вы совет бы нам дали? Может, в чем-то есть еще незанятая ниша? Как думаете? Конечно, сложный вопрос, вы меня извиняете, сейчас он родился, но вот просто экспертное мнение. Ну, сейчас в голову ничего не приходит, но я могу сказать, что мы сюда приехали вот как раз таки в Лошара, у вас всех набираться опыта, как вы до этого достигли. Говоря о стартапе, мы сегодня как раз таки когда были на Красном Востоке, там был пункт приема молока. То есть мы разговаривали с людьми, на самом деле очень успешно. Заметили пункт приема молока, да? Мы были прямо там, да? Да. Они просто были, когда рассказывали, они
вот видно было, что они очень рады, потому что результаты превзошли все ожидания. То есть мы когда пришли, приехали, это было где-то уже часика 2-3, наверное. Там уже 3,5 тонны уже собрали молока. То есть, да, на самом деле, вот такие вот вещи, они очень-очень стимулируют и население, потому что они сказали, что когда они только начинали, это год тому назад, то они боялись, что даже в день тонну не будут собирать. Ну, так продолжалось месяца 2, и спустя уже год люди начали специально завозить какие-то коровы, каких-то породистых, разводить, и вот поднимается село, аул, бизнес, соответственно, и люди зарабатывают. На самом деле очень приятно было за этим наблюдать. И как раз таки на Красном Востоке мы посетили этот спорткомплекс. Это просто слов нету на самом деле. Мне даже захотелось переодеться. И на самом деле это... Только хотел спросить, не позанимались? Времени не было, к сожалению, но поражает просто этот спорткомплекс. Шикарный, аккуратный. Там и борьба, и волейбол, и баскетбол, бокс, тренажерки, там и танцы, там и комната отдыха. То есть шикарно на самом деле. Мы были в восторге от увиденного. И к тому же туда приходят, как нам сказали, люди с соседних аулов, приезжают, тренируются. Становятся уже сплачивающей такой единицей или площадкой. Очень приятно было за этим наблюдать. Михаил, а у вас вот какой комментарий будет касаемо спорткомплекса? Я уверен, вы видели очень много объектов такого плана, но вот что-то же все равно вас отдельно зацепило в спорткомплексе Алла-Шара. Ну, вот нам за эту неделю удалось побывать в нескольких аулах, и как бы есть уже возможность сравнить. И я скажу, что сегодняшняя поездка в Красный Восток, она, конечно, пойдет отдельной чертой, потому что мы, конечно, были поражены, насколько там хорошо уже на сегодняшний день, так сказать, все сделано. Спорткомплекс великолепный, он хорош тем, что он вроде бы небольшой, но там все есть. Он очень компактный, он очень продуманный. Вот, мы зашли, посмотрели и раздевалки, посмотрели душевые. Все замечательно сделано, все, так сказать, вещи продуманы. Я считаю, что это просто великолепный пример того, так сказать, вот как надо строить спортивные заведения для развития детей. И мы вживую увидели, как детишки выходят из школы вот, под музыку. То есть там установлены везде, так сказать, динамики. Вот, звучит приятная музыка. И, в принципе, такая обстановка, она располагает к развитию. То есть вот, дети вышли из школы, отучились, как нам сказали, идут домой, пообедали и сразу все в спорткомплекс. Я понимаю, так сказать, на себе почему, потому что там все создано для развития детей. Там и игровые виды спорта все есть, как сказал Тимур. И, значит, ковры для борцов, для тренировок. И зал для бокса, настоящий ринг, где можно проводить соревнования. Причем соревнования на очень высоком уровне. И в то же самое время есть место для танцев. То есть не только спорт, здесь и танцы, здесь и игровые виды спорта. То есть в принципе продумано все. И все очень уютно, все очень комфортабельно, все очень продуманно это все сделано. Поэтому я считаю, что уже на сегодняшний день в этом ауле созданы, так сказать, все условия для развития детского творчества. И, конечно, так сказать, дети – это наше будущее. То есть, когда у детей, в принципе, есть возможности для развития, есть возможности для самореализации, это говорит о том, что дети никуда и не уедут. Они будут оставаться там, они будут, так сказать, оставаться в своих домах со своими родителями, со своими семьями. И также будут в дальнейшем такими же полноценными жителями данного аула. Поэтому мы, конечно, впечатлены, и там уже на сегодняшний день сделано очень много.
Хотелось подчеркнуть вот здесь, что нам сказали, что в постройке этого комплекса также принимали и жители аула, Да, часто принимали да, жители да. аула, то есть они своими руками стояли рядом, там заливали фундамент, строили, то есть и это было видно по тому, как они относятся уже к готовому спорткомплексу, то есть бережно, потому Да, что на они своими самом руками деле. для себя делали. Это Спасибо, что ты это подчеркнул. Получилась такая народная стройка. Да, если да, честно. да, Там на все самом так деле. душой болели. Да, Да. нам когда рассказывали, мы просто были в восторге от того, что там кто-то на своих тракторах приезжали, кто-то не мог. Там были специалисты, которые направляли, Мгм. но каждый чем мог помогал. Это на самом деле. Там рядом также мы посетили парк, который они в Красный Восток Мгм. сделали. Ну, просто слов нет, очень красивый парк. Там источники, вот. Там тоже. Надеюсь, попили нарзана. Да, да, Пробовали. попили нарзана. Да. На самом деле вот большой-большой пример того, как люди могут сплотиться и совместно делать что-то полезное для себя и для будущего, для своих детей. Были под впечатлением. До сих пор под Да, впечатлением. большое спасибо за такой отзыв. Остается только порадоваться за жителей Гумлокта и за близлежащие населенные пункты. Честно признаюсь, я по работе туда выезжал, чтобы зафиксировать уже рабочие процессы. И Первомайское, Учкике, да, ну, следующий населенный пункт, уже смотрел люди других национальностей, других Да. населенных пунктов. Там действительно уже такая площадка, знаете, мне прямо, если честно, немного даже занято. Вот я хотел сказать, но Уже ребята с разных населенных пунктов общаются, дружат, так прям приятно было. Ну, в завершении эфира уже есть вопросы у Вопрос, нас? да, Давайте. насчет спорткомплексов. Есть ли в Абхазии такой спорткомплекс? ну, у нас есть спорткомплексы, то есть, но они направления, как сказать, есть по боксу, по борьбе, по теннису, но такой спорткомплекс, где столько видов спорта собран воедино, я вот сегодня думал, но вот не мог вспомнить. Именно многофункциональность Многофункциональность, особо да. так и не наблюдается, но есть узко, но зато, наверное, сильно надо. Сильно, да, там школа с бокса, школа волейбола, баскетбол, отдельно там сборная. Ну, то есть они вот направлены по секциям, скажем так. А вот такой большой комплекс, где много разных видов, я сейчас пытался вспомнить, но что-то не могу припомнить. Может, есть, но я не могу вспомнить. Но если так То есть брать, там получается баскетбол, волейбол, борьба, танцы, танцы, бокс, да, там карате там есть. там еще да. карате есть, там еще тренажерный зал. Вот, и это почти вот 7 видов спорта, то есть, и они все там очень компактные, как Михаил почему компактно, удобно, никто друг другу не мешает, так хорошо сделано, вот, ну, таких вот комплексов я сейчас не могу вспомнить. Ну, а так у нас есть, да, большая школа баскетбола, на самом деле очень хорошая школа, карате, бокс, футбол. Что так скромно про футбол? Достижения абхазских футболистов да, до да. сих пор, ребят, это шум. Да, стадионы, футбол наш очень популярный, да. То есть у нас нет такого одного большого комплекса, где столько. Ну, думаю, ты Или есть, согласишься, они вот уже. эта многофункциональность, она последние 5-7 лет начала идти. В основном как раз брали же, даже вот если брать город Черкесск, в котором мы сейчас с вами находимся, у нас тоже преимущественно все по школам, да, там дзюдо отдельно, вольная борьба отдельно, там игровые виды спорта тоже отдельно, там с прикладными видами спорта не смешиваясь. Вот. Получается, что это хороший толчок вперед, наверное. Это если плюс тут еще к подходить, тому, да. что когда вот много разных видов спорта, то есть, соответственно, больше людей там могут знакомиться с разных Да, сел, да, там, согласен. аулов, регионов приезжают, и, соответственно, то есть больше знакомств, больше общения получается, больше детей занимаются в одном месте с кем-то Ну и дружат. плюс Это еще ты, наверное, согласишься, я, если честно, занимался шахматами, и тренер наш, он также вел секцию настольного тенниса. Обосновывали это тем, чтобы укреплять Там были спинные настольные группы теннисы. мышц, чтобы мы держали осанку во время игры. И если честно, когда мы не приходили, это было понедельник, среда, пятница шахматы, вторник, четверг, суббота на настольный теннис. Если мы не приходили на настольный теннис, он нас не пускал непосредственно в шахматную зону. И вот тут, наверное, с твоих слов я могу подвести такую линию, когда ты занимаешься борьбой, на следующий день можно прийти расслабиться, поиграть в баскетбол. Ну, конечно. Очень даже и выгодно Волейбол, получается, да. да. Ну да. На самом деле это многофункциональность, это очень, как сказать,
полезно, потому что для того, чтобы определенные группы мышц работали, ты можешь сегодня тяжелую тренировку провести, а завтра, чтобы как бы разминочный день, там и волейбол поиграть, и согласен. потанцевать, не знаю. Отдельно остановлюсь, вот если позволите, на тренажерах. Честно признаюсь, насколько я тоже много чего видел. Есть такие виды тренажеров, там, которые я видел впервые. Я потом отдельно приехал, посмотрел в интернете, честно признаюсь, таких тренажеров, вот есть именно 2 тренажера в республике очень нигде нет. Вот дублируемые есть, но вот 2 тренажера, их вот вообще в республике нигде нет. Так было приятно тоже осознавать. Прям. В общем, о спорткомплексе можно говорить, я думаю, Да, я вечера. тоже обратил внимание, там очень много разных, как называется, разрядов, где тренируются разных группы мышц. Их очень много, кстати, очень много. Да. Согласен с тобой. Есть у нас еще вопрос? Нет, просто спасибо огромное всем, кто участвовал в создании этого комплекса. Наши дети очень рады и активно занимаются. Еще сказать, мы вас вспомнили, там, привет. Тоже привет передаем. Ну, тогда давайте завершать эфир. Мы обычно их не затягиваем. Ну, видите, беседа у нас так прям закрутилась. В заключении обычно у нас такой тейст пожелания от себя лично нашим зрителям. Ну, стандартный пожелания. Но до этого давайте немного расскажите, пожалуйста, о себе, чем вы занимаетесь, кто вы по профессии, там какое-то жизненное кредо, да, там афоризм, может, какой-то любимый, который в сложные минуты, когда у вас упадок сил, вы его вспоминаете, он вас мотивирует встать, делать, там, двигаться дальше. Вот этот вот момент, и плавно перейдем к пожеланию, завершим наш эфир. Михаил, давайте. Ну, я юрист, закончил Уральскую юридическую академию государственную. И, в общем-то, после окончания академии всю жизнь занимался законодательной деятельностью. То есть я специалист именно в правотворчестве, в законотворчестве, в избирательном праве. Ну и, собственно говоря, так сказать, в общем, практически это дело, которым я занимаюсь всю свою жизнь. Ну, как юрист, наверное, мне сложно какой-то, так сказать, придумать девиз, слоган. Но я всегда, так сказать, считаю, что человек должен быть на позитиве. И я себя считаю позитивным человеком. Вот, верю в позитив, верю в светлое. И верю, что если, так сказать, у человека правильный, хороший, светлый настрой, все у него должно получиться. И вот всю эту неделю, сколько я ездил по аулам, знакомился с людьми, в принципе, я вот только таких людей и видел. То есть я искренне говорю от души, не видел ни одного, так сказать, темного человека. Вот это не кривлю душой абсолютно. Не знаю, может быть, мне не попадались такие, но вот у меня впечатление такое твердое. И я впечатлен природой, я впечатлен людьми, я впечатлен, так сказать, тем, как все было обустроено, как все было. Я впечатлен культурой, историей. У меня очень много впечатлений, еще, так сказать, не все уложено в голове, но постепенно я думаю, что все это, так сказать, со временем станет в определенную структуру. А пожелать хотелось, конечно, всем этим людям, всему народу Абаза успехов, счастья, благополучия, здоровья и процветания этой замечательной земле, этой замечательной территории. Мне здесь очень понравилось. Душевные, открытые, искренние люди. Большое спасибо. Тимур. Ну, я родился и вырос в Абхазии, в городе Сухум. Закончил Абхазский государственный университет. По окончанию университета армия, моряк. Потом я хотел продолжить учебу в аспирантуре в Италии 2 года. Учился. Я дипломат, работал очень долго в МИДе, был командирован еще 2 года, пробыл в Венесуэле 2 года. Вот. Там работал в посольстве. И вот сегодня я здесь с вами, среди братьев.
Вот такая вот скромная биография. На самом деле, хочу тоже заметить то, что Михаил сказал, что вот за все пребывание здесь я тоже ни одного хмурого лица на самом деле не заметил. Все на позитиве было. Может быть, есть такие люди, но мы их не заметили. На самом деле все на позитиве было, так весело, так хорошо нас принимали. И начиная даже с аула, с детства вошли в гостиницу, то есть везде вот все как-то так вышло, что на позитиве все было. Очень рад, что я приехал наконец-то сюда. Надеюсь, это моя не первая и не последняя музыкальская, уже тех почаще буду заезжать. Вот. И вас, соответственно, всех приглашаю в Абхазию с удовольствием. Как раз сейчас лето, сезон, поплавать. Вот. Какого-то определенного кредо, как-то так, как я дипломат, основное уже дипломат это слово, переговоры. Скажу, что все на добром слове и слона на нитке можно вести. То есть все решается словами, общением. Главное не падать духом и верить в это, в свое дело. Большое спасибо. Вот я специально сразу не делал ответного пожелания. Насколько мне известно, вас дальше ожидает Апсны, страна души. Искренне желаю вам очень плодотворной, хорошей, такой энергичной поездки. Михаил, вы бывали в Абхазии? Нет. Нет, да, вот тогда вам отдельно пожелание, чтобы Абхазия для вас, как Абазашта, раскрылась с самой наилучшей, самой красивейшей стороны, чтобы пребывание в нашей братской республике, в нашей колыбели народа Абаза, просто чтобы вы, вот, наверное, действительно поняли, почему страна души называется этот край. Тимур, просто честно признаюсь, вот ты сказал, на добром слове можно слова на нитке ввести, я впервые это слышал. Очень признателен тебе, что ты так тепло отзываешься, и честно скажу, я всегда так радуюсь, когда кто-то с Апсны приезжает, вот этот момент, когда ощущаешь брата рядом, знаешь, вот одна кровь, вот один-то ген по общей по-любому, знаешь, вот прям смотрю на тебя каждый раз, прям такой эмоциональный подъем всегда. Я очень рад, что ты сегодня здесь с нами. Я тоже очень Большое рад, спасибо за приглашение. Это хоть и твой первый визит в Малую Абазу, Абазашту, но, как ты сказал, не крайне, я более чем уверен, потому что лично тоже приглашаю. Приезжайте, лето, зима, межсезонье, всегда будем рады вам. И большое вам спасибо, что вы после такой сложной поездки, друзья, они сегодня были в Красном Востоке. Во-первых, дорога, во-вторых, рабочие какие-то моменты, что вы все же нашли в себе силы побеседовать с нами. Поверьте мне, вот на той стороне сейчас есть человек, который очень вам признателен, что вы уделили внимание этому человеку и просто рассказали о себе, ответили на вопросы, поделились своим впечатлением о вашей поездке и, скажем так, визите в Абазашту. За это я вам лично тоже очень признателен. Большое спасибо за такой интересный эфир. Я, честно признаюсь, тоже к концу рабочего дня очень уставший был, но я сейчас на таком эмоциональном подъеме энергетическом. Сейчас пойду, буду работать дальше. В общем, большое спасибо, ждем вас еще. И я более чем уверен, что через какой-то определенный период времени, может быть полгода-год, мы с вами еще в эфире встретимся. И, скорее всего, уже будут более такие серьезные и сложные вопросы. Мне просто, честно скажу, задача провоцировать всегда на такой острый диалог, но сегодня мы с вами обошлись эмоциями, и мне, честно, признаюсь, очень приятно, что вы, вот как Михаил сказал, не кривя душой, а души поделились с нами. Большое вам спасибо, удачи вам во всех начинаниях, и всегда добро пожаловать в Абазашту. Всего доброго. Спасибо. Спасибо.